Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное мнение». Я ее ведущий Тимофей Ефремов. И сегодня у нас в студии народный депутат Государственного собрания Утумен Владимир Федоров и общественный деятель Сергей Зорин. Тема нашей программы – жилищные кооперативы как альтернатива ипотеке. Перекликается эта тема как раз-таки с дороговизной жилья. Эта проблема, в свою очередь, обсуждалась в прошлом году, в декабре, на пресс-клубе парламентском. И тогда были сделаны определенные выводы. Перед тем, как мы начнем обсуждение, я предлагаю вам посмотреть сюжет, который был специально подготовлен для этого. Приобретение жилья считается одним из самых надежных способов вложения и сбережения средств. Спрос на квартиры в стране и, в частности, в Якутии весьма велик. Подчиняясь законам рынка, цена за квадратный метр растет ускоренными темпами, становясь при этом менее доступной. Так ли это, мы решили узнать у жителей и гостей нашей столицы. Уже почти 100 тысяч за квадрат – это дорого, учитывая, что город строится очень хорошо, да? И цены на материалы не такие высокие, я считаю. Искусственно завышены цены на жилье в Якутске. А искусственно за счет чего? За счет риэлторских компаний, за счет спроса населения. То есть причина накрутки это они, да? Дороже, чем в Москве у нас тут. В Москве, например, средняя квартира стоит двухкомнатная, да? Где-то 3,5 миллиона, а у нас 4 тут. Почти на миллион дороже. Даже в Москве. Но я не говорю, что в центре. Но даже Москва, одно слово Москва, и то цена, смотри. Там таунхаус стоит 2 миллиона 300 тысяч. Таунхаус. Двухэтажный. Гараж на первом этаже. На втором этаже 3 комнаты. 150 квадратных метров. 2 миллиона все, 300 тысяч. Новый. Вот так. Считаю, что спрос порождает предложение. Соответственно, пока у нас люди будут покупать это жилье, соответственно, оно будет расти. Это однозначно, это политика такая. Вот. Как только рынок насытится жильем, то будем надеяться, что цены будут автоматически снижаться. При покупке квартиры большинство граждан прибегает к услугам посредников в виде агентств недвижимости и частных риэлторов. Мы решили выяснить, каков портрет среднестатистического клиента, приобретающего жилую недвижимость. Для этого мы обратились к специалистам. Директор портала недвижимости «Капитал Плюс» Семен Посельский отметил, что сложнее всего приходится тем, кто приобретает свою первую квартиру. Он является со средним достатком, возраст от 25 до 40 лет. И, соответственно, получается, обращается тот человек, которого пока вот не имеется жилья, ну то есть в собственности не имеется каких-либо видов недвижимости. Вот поэтому, получается, они как бы отстают вот от некоторых людей, которые вот приобретают уже вторую недвижимость, да, отстают в плане стоимости. То есть, если 3 года назад двухкомнатная КБД стоила 3 миллиона, сейчас получается за 3 миллиона, за те же деньги можно купить только квартиру в малосемейках, либо в блочном доме. Директор северо-восточной риэлторской компании дала более подробное описание клиентов своего агентства, из которого следует, что приобрести жилье полностью только за счет своих личных средств получается не у многих. Портрет покупателя – это молодая семья, еще не имеющая детей, которые только поженились, видимо, при помощи родителей, так как с ними обычно родители приходят 45-50 лет возрастом. Или молодая семья около 30 лет, у которых уже имеются дети, и имеется уже и материнский капитал, и уже кое-какие накопления, видимо, сбережения, если рачительно ведут хозяйство. И имеется первоначальный жилой блок, то есть у них есть квартира, скажем, однокомнатная. Они родили 2-3 ребенка, конечно, им нужно расширяться. Хотя спрос не снижается, рост цен вносит свои коррективы. Удорожание квадратного метра жилья приводит к тому, что многим покупателям приходится поступиться качеством условий проживания и покупать на вторичном рынке жилье, которое ранее относилось к низкой ценовой категории из-за малой площади, удаленности от центра города или давнего года постройки. Что в этой ситуации может остановить рост цен? Тут основной закон экономики. Спрос и предложение, вот равновесие спроса и предложения. Если предложений на рынке будет много, когда тут все застроят жильем, конечно, цена снизится. Вот это основной закон для регулирования, я думаю. Поэтому нужно больше строить. Но строить в городе не так-то просто. Существует острая нехватка свободных площадей. Есть также и другие факторы. По мнению генерального директора Якутского цементного завода Алиша Мамедова, большая их часть бюрократического характера. При этом доля стоимости строительных материалов в рыночной цене весьма небольшая. А городу много снос деньги занимает, техусловия, техприсоединения. Много вопросов, которые удорожают стоимость. Много думают, цемент, металл там есть. Цемент, например, мы 100% уверены, да, можем любым экспертам спорить и доказать. 7% стоимость строительства цемента.
Вот любой девятиэтажный дом возьмите, на его составе 7% только 7-8%, зависимо от региона в России. Это давно доказано по нормативам. Вопрос о том, что количество квартир, если взять и количество людей, мне кажется, квартир хватает. Только у кого она? У кого-то 5 квартир, и себя есть, и ребенка есть, дочки есть, может быть, еще кому-то есть, да, есть 2 квартиры на арендных условиях, люди деньги вкладывают. В плане увеличения доступности жилья Алиш Мамедов видит 3 направления. Целевые программы по строительству социального жилья, поддержка молодых специалистов и доступная ипотека. При этом существующие ставки, по его мнению, весьма завышены. Не больше 8%, 5-8%. Для России, говорю. Хотя за рубежом 4-5% ипотека оформляет, да, пусть 8%. Но не 18, не 15%. Это много. И там еще какие-то условия есть, там, кто ипотеки берет, расчеты показывает, но не так просто. По мнению Семена Постельского, в условиях экономического спада и ослабления национальной валюты, повышение процентных ставок и ужесточение требований по предоставлению кредитов делают ипотеку недоступной. Очень строгие требования в некоторых банках, да, перечислять не буду, но человек, имеющий средний достаток, но имеет 2 детей, да, допустим, на иждивении, он уже как бы претендует на меньшую сумму, чем которые они, получается, требовали от банка, да, допустим. В этом плане хотелось бы тоже принять какие-нибудь более мягкие, требования от банков. По общему мнению, повлиять на цену можно, однако для этого необходимо активизировать строительный комплекс. Вот только как исключить лишние звенья между покупателями и строителями и обеспечить этим доступную цену, общего понимания пока ни у кого нет. Итак, по итогам пресс-клуба были сделаны основные выводы, что темпы жилья у нас тормозит отсутствие земли, дорогое подключение к коммуникациям, свет, тепло, канализация и дороговизна, скажем так, определенных видов работ, в том числе и ипотечных кредитов. Предложений было как раз-таки по альтернативным решениям мало. Одно из них озвучил Сергей Зурин. Хотелось бы услышать поподробнее, что это за предложение, связанное с возрождением жилищных кооперативов. Поподробнее. Я не предложу ничего нового. Все то, что я буду говорить в отдельных категориях, в разных видах, уже существует, либо когда-либо существовало. Не надо под это принимать никаких законов. Все законы, то предложение, которое я сейчас попытаюсь изложить, оно уже подогнано под существующие ныне законы, под накопленный опыт. Просто надо это возродить в свете новых условий, дать господдержку, и тогда все это заработает. Совместить отдельно действующие программы. Существует программа... скажем так, была озвучена нехватка земли. Где вы предлагаете строить? Есть куча свободных земель, которые всех загоняют в этот город. Город тонет в воде. В городе действует обременение, арендная плата за застройку, расселение, своеобразные градостроительные нормы, которые загнали застройщика в определенные рамки, и в том числе это проявлялось даже в таких безобразных явлениях, как поджоги. Направление какое вы выбрали? Направление, допустим, свободные земли, которые сейчас есть возле строящегося ГРЭС-2. Это Вилюйский тракт? Да. Именно в чем преимущество направления данного? На мой взгляд, близость коммуникаций. Одной из самых дорогих составляющих во всем строительстве являются коммуникации. Если там будет вода, которые уже ведут к ГРЭС-2, но даже если той воды не хватит, уже заранее на стадии планирования предусмотреть вторую нитку, вода будет. Электричество. Самое близкое электричество, которое существует, это, как говорится, не гора идет к Магомету, а Магомет пойдет к горе, на гору. Магомет пойдет на гору. И на той горе самое близкое подключение к электричеству, самое близкое подключение к газу, к теплу, все. Самые дешевые, низкие затраты по коммуникациям, отсутствие обременений, экологическая чистота, которая еще больше станет чище, если убрать свалку. Но ведь существует проект, по которому будут мусороперерабатывающие заводы. А как землю это получить?
Все говорят о том, что земля только выставляется на торги, на торги, на торги, и ничего другого не существует. Разумеется, существует земли, выделение земель на госнужды. Ну, госнужды у нас строили обычно спортивные объекты, а вот жилье как-то не строили. Это не запрещено. Если это станет государственной жилищной программой, правительственной программой, жилищной программой, поддержка жилищно-строительных кооперативов, то выделение земель на госнужды будет не только замалчиваться, но и приветствоваться. Здесь на данном этапе хотел бы спросить мнение у Владимира Юрьевича по поводу вот такого способа передачи земли на госнужды. Это возможно, вероятно? Ну, у нас, во-первых, то, что Сергей сейчас повторяет вопрос, который я практически поднимаю с 2006 года, и вот эти все этапы от перевода земель и, значит, формирования инфраструктуры на новых территориях, а мы прошли. Даже у нас есть заключение, значит, и Института мерзлотоведения, ответ есть с Министерства, значит, имущества Российской Федерации. У нас есть протоколы и, значит, приложения, которые были внесены в градостроительный план. Последних 2006 изменения были, по-моему, в 2008, и вот последнее изменение было в 2012 году, градостроительный план по развитию города Якутска в западном направлении. Значит, этот вопрос был поднят и при Михальчуке, мэре города Якутска. Тогда еще мы, когда формировали один из первых таких более-менее планов застройки города Якутска. И второй раз это был при Юрии Вадимовиче Заболеве. Это, по-моему, был 2011 год. Да, 2011 год. И на этих этапах мы как раз, Сергей, и рассматривали вот этот вопрос земельный. Он очень на самом деле простой. И у нас такой есть проект в городе Якутске, уже реальный, проект пилотный, так назовем его. Это перевод из федеральных земель лесного фонда РФ, который находится на горе Табагинской, в перевод земель поселений. Процесс очень достаточно лаконичный, он прописан, значит, в законе. И там говорится о том, что глава инициирует, значит, обращение Министерства имущественных отношений в части перевода земель из федерального фонда в земли поселений и обосновывает чем. У нас основание более чем такое обоснованное и основательное. Нехватка земель, и это объективно. Сегодня политики некоторые говорят о том, что земель достаточно на территории города Якутска, и от мыса до мыса мы можем расселить 500 тысяч человек, 500 000. Но, к сожалению, это не так. Мы же должны понимать, что мы же живем на севере, а не в средней полосе Российской Федерации. Инфраструктура для нас, ведение коммуникаций, десятки километров, которые изношены, и загрузка трубы, которая сегодня канализационная или какая-либо другая, не выдержит этого. Но это объективная причина. И все инженера, и те, кто занимается непосредственно планированием, значит, города, они это прекрасно понимают. Поэтому вот эти публичные заявления, они, мне кажется, не то что не основаны, но не очень корректные. А вот в части новых строительств, освоения кварталов, так называемых, мы приведем пример, даже 203-й квартал, как будто бы новый квартал, и как будто бы мы с вами имеем новое строительство поквартальное, но, к сожалению, на старых сетях. К сожалению, та же проблема с подачей воды, с низким давлением. Сегодня жители 202 квартала можно спросить, зайдя в каждый дом, как у них давление на 5-м этаже. На 5-м этаже. Если мы даем внизу 2,5-3 килограмма давления на тех этаже, то у них на 5-м этаже давление максимум 1,5-2 килограмма. А что такое 9-этажное строение на 203-м квартале? Это вообще отсутствие воды. Сегодня коммуникации города Якутска не приспособлены для развития новых кварталов. Единственное сегодня альтернативное решение, это, конечно, вот строительство на западном направлении, Вилюйская терраса так называемая. Мы провели исследование в Институте мерзлотоведения, там есть примеры. Аэропорт, пример этому ГРЭС-2, пример этому станция газовая, которая сегодня работает там, и пример тому, значит, по-моему, 67-68 год. Были проведены исследования в районе Магана по строительству высотных домов на свайных и на заливных фундаментах. Обоснование было вообще очень такое успешное, и дома можно строить и 12, и 14 этажей. А сегодня с новыми технологиями... Сваи там требуются? Конечно. И на сваях можно строить, и можно невысотные дома строить на обычных ленточных фундаментах. Вот, в общем-то, там нет необходимости высотные дома строить. Высотные дома — это
в стесненных городских условиях строятся, ну, естественно, с отсутствием земли. Ну, так как у нас территория огромнейшая, и там на Вилюйской террасе есть где разгуляться, я думаю, нет необходимости, ну, это если элитные дома, которые будут немножко в глубине, в естественной, природной, экологически чистой, значит, зоне, где продувается территория, где такие великолепнейшие виды. У нас там в проекте есть такая площадь Ал-Лукмас, которая будет стоять в центре, и будут два проспекта расходиться, один, значит, в южном направлении, другой в северном, имени первого президента и имени проспект Тыгына. И там великолепнейшие такие виды открываются на территорию долины Туймады.